Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Степанида Артахинова выиграла 2 золотые медали финала Кубка Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования по стрельбе из лука прошли в минувшие выходные в немецком городе Висбаден. Свой успех она смогла закрепить в конкуренции с самыми сильными спортсменами из стран Европы. В финале личного зачета спортсменка уверенно выиграла золотую медаль, и в борьбе за нее она нанесла поражение спортсменке из Италии. Вторую медаль Степанида завоевала в паре с бурятским лучником Баиром Шигаевым. В финале лучники были точнее парой из Словакии и стали чемпионами соревнований. Степанида возглавила мировой рейтинг. Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на 2-ю строчку в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. 30-летний спортсмен переместился на 2-ю строчку в рейтинге после того, как с 1-го на 7-е место опустился американец Даниэль Кормье. На 1-е место поднялся обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против Порье. Всего на счету россиянина 27 побед и ни одного поражения. Футболисты голландского Аякса сыграли в ничью со счетом 0-0 с кипрским Апоэл в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на Кипре. На 80-й минуте матча за 2-ю желтую карточку был удален полузащитник Аякса Нусаир Мазрауи. Ответная встреча между командами пройдет 28 августа в Амстердаме. Напомним, первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации турнира проведет российский Краснодар, который на выезде встретится с греческим Олимпиакосом. Начало встречи сегодня в 22:00 по московскому времени. Организация, ответственная за расследование матчей в теннисе, дисквалифицировала чилийского теннисиста Хуана Карлоса Саэса на 8 лет за участие в договорных матчах. Tennis Integrity Unit занимается выявлением договорных матчей в теннисе и имеет полномочия дисквалифицировать теннисистов за нарушение. По информации источника, организация заявила, что 28-летний теннисист отказался сотрудничать со следствием и не сообщал о случаях договорных матчей. Саэс привлек внимание организации из-за необычных колебаний ставок на матчах с его участием. Также он должен выплатить штраф в размере $12 000. Также сообщается, что в 2019 году 12 игроков, 1 тренер и 1 судья были наказаны за различные нарушения, связанные с договорными матчами и ставками. В составе сборной России на квалификационном чемпионате мира в Лондоне будет состязаться призер Паралимпийских игр из Якутии Анастасия Диадорова. В мае Анастасия становилась двукратной обладательницей золотых медалей с 6-го тура мировой серии в Италии. Чемпионат мира по плаванию будет проходить с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к предстоящим Паралимпийским играм. В последний раз российские пловцы принимали участие в чемпионате мира в 2015 году. Плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на 16-х Паралимпийских летних играх 2020 года, а также вторым по количеству спортсменов. Всего на предстоящей Паралимпиаде 620 пловцов разыграют 146 комплектов медалей. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях смотрите в следующих выпусках.